Волшебное слово «Кавказ». Белое сверкание гор, древнее эхо над безднами ущелий, невероятное видение. Тысячелетия назад в горах Северного Кавказа жили амазонки, превосходные наездницы, охотники и воины. Ни один мужчина не смел приблизиться к ним. Только раз в год лесные женщины приглашали джигитов на гору любви. Старейшины с обеих сторон подбирали подходящие друг другу пары. Вместе они были месяц, а потом расставались до следующего года. От лучших рождались лучшие. Так, по старинному преданию, начиналась история вайнахского народа. Настоящий ингуш это эталон, к которому должен стремиться любой мужчина. Он должен быть храбрый, он должен быть принципиальный, он должен защищать свою родину, он должен воспитывать семью, он должен любить отца и мать, своих братьев, друзей. В общем, все, что есть хорошее, должен быть ингуш. Эта песня родилась на полях сражений Первой мировой войны. Она звучала под боевыми знаменами знаменитой «Дикой дивизии», в состав которой входили вместе с другими кавказскими полками ингушской и чеченской. Командовал дивизией князь Михаил Александрович. Горская конница отличалась отчаянной храбростью и редким умением вести огонь на полном скаку. На одном из участков Российско-Германского фронта нашим войскам противостояла считавшаяся непобедимой немецкая железная дивизия. Перед решающим сражением с ней командование предложило тянуть жребий, кто впереди пойдет в атаку. Вайнахские полки отказались от жеребьевки и пошли первыми. Внезапным стремительным ударом конники за 1,5 часа сокрушили противника. Царь наградил их знаменем чести, высшим воинским отличием России. Каждый военный, в каком бы чине он ни был, должен был стоять во фрунт и отдавать честь при прохождении этого полка. Ото всех других наград чеченцы и ингуши отказались. Генерал-губернатору Терской области: передайте от моего имени и имени царского двора, от имени всей русской армии, братский сердечный привет отцам, братьям, матерям, сестрам, женам и невестам этих храбрых орлов Кавказа, положивших своим бессмертным подвигом конец германским ордам. Никогда не забудет этого подвига Россия. Честь им и хвала. 25 августа 16 года, Николай II. А в 1944-м поголовная депортация в Казахстан. Так ингуши и чеченцы разделили судьбу поволжских немцев, калмыков, крымских татар и вынужденно включились в великое переселение народов. И вот, вы знаете, 2 часа дали на сборы. Какие-то за 2 часа что возьмешь? И вот, когда везли, холодные, умирали, трупы выбрасывали прямо в снег, хоронить не давали. Вот когда привезли в Казахстан, а там зима настоящая, значит так, это в конце февраля, в начале марта, в общем, марта месяца, там еще бураны идут, снег, мороз 30-40 градусов, заболели тифом. И буквально такие семьи целиком, значит, вымирали. В общем, 50% там погибло. Там, в Казахстане, в 1947 году, молодой султан Аушев встретил свою будущую жену. Двоюродный брат говорит моему брату, ему, говорит, надо жениться на мне. Да. А вот, говорит, тут рядом, в 8 километрах, есть хорошая семья и хорошая девушка у них есть. Может быть, я говорю, если им понравится, может быть, мы сумели бы. И вот поехали мы. Вот
настоящие смотрины были. Не гулять ингушу на своей свадьбе. Таков здешний обычай. Жених должен прятаться от гостей. А свадьба идет уже 5-й день. И это уже 5-й котел готовят гостям. А еще ингушский этикет запрещает зятю видеться с тещей. Старики хранят традиции, молодые им следуют. Если я буду с гостями сидеть, сыновья мои не сядут за стол. Они будут стоять и обслуживать. Вот был такой момент, я вам очень интересный момент расскажу. 82-й год. Значит так, мы с Тамарой одни живем в Грозном. У нас там свой домик, значит, виноградные лозы, там все, значит, так, весь виноград, весь дом накрыт виноградом. Вот когда Руслан приехал, уже героем Советского Союза, мы только с ней дома, ну, к нам в гости из Москвы, из Казахстана, из этой республики, там, с Кабарды, с Осетии. Вот один момент был такой. С этими гостями я сел, ну, когда в гости надо же все это отметить. Мы сели, там столы поставили во дворе под виноградом. А кто обслуживает? Руслан обслуживает. Сели 12 часов дня, вот 6 часов вечера мы еще сидим. Он подносит, наливает, мы сидим. В 8 вечера, а один из гостей не выдержал. Слушай, говорит, на меня, Султан Юсупович, говорит, какой ты изверг на меня. А я говорю, почему? Что, ты не видишь, что ли? Сколько ему можно? Говорит, то, что уже 8 часов на ногах стоит, он не кушал, не ел. Ты что? Я говорю, в чем дело? Почему я изверг? Он на меня. Я говорю, знаете, я своему отцу стоял так, как он сейчас стоит. Мой отец своему отцу стоял, это у нас закон, я говорю. Если я говорю, ту минуту, ту секунду, когда он скажет, что я устал, я хочу кушать, я все такое, я говорю, он не мой сын, и он не ингуш тогда. Вот поэтому, наверное, я считаю, у нас вот наши ребята в Афганистане выдерживали там нагрузки, не плакали, что они голодные, что это такое. Вот смотрим, наши ребята служили в Германии, в Чехословакии, в других государствах, в Афганистане. Нет такого случая, чтобы они, значит, не вернулись домой, а там пошли за этими мелкими рублями или там предали родину, умчались там в Англию, там в Соединенные Штаты. Мы выросли в 60-е годы, когда патриотизм был на очень высоком. Все хотели быть Гагаринами, все хотели летать, все хотели совершать подвиги. Я тоже хотел, как и все. Они понимали, что защищают интересы своей страны. Готовы были умереть за страну. Там обрели обостренное чувство справедливости. Дружбой, которая зародилась в Афгане, дорожат и сегодня. Уважение, заработанное там, дорогого стоит. Много встреч с советскими воинами подарила нам афганская дорога. Второй раз она стала местом службы майора Руслана Аушева. За подвиг, совершенный здесь при выполнении интернационального долга, он был удостоен звания Героя Советского Союза. Затем окончил военную академию имени Фрунзе. И вот снова дороги Афганистана. На таких вот постах, которые здесь очень точно именуются старым русским названием «застава», и несут свою неусыпную службу наши солдаты. Зорко стерегут они дорогу и среди неприступных скал, и в песках пустынь, и в цветущих долинах. Дорога – их главная забота, их служба, их жизнь с нехитрым солдатским бытом.
Да, мы вот сколько проехали сегодня и видели, что, в общем, с нормальной жизнью живет дорога, спокойной жизнью. Ну и благодаря действительно вот вам, ребята, благодаря вашему солдатскому, нелегкому, в общем-то, труду. Надо побольше есть, чтобы еще лучше службу нести. Да, давайте Солдат ешьте должен быть побольше. сильным. Это верно. На таких вот даже самых маленьких заставах, кажется, представлена вся наша страна. Весь народ, протянувший руку помощи своему южному соседу, когда он оказался в беде. И Родина наша помнит о своих сыновьях, рада каждой встрече с ними. Даже с помощью космического телемоста Москва-Кабул. В тот вечер Руслан Аушев пришел в студию афганского телевидения со своими друзьями. А в московской телестудии этой встречи ждали его отец, жена, два брата, которые тоже служили в Афганистане, а сейчас являются слушателями военной академии. Нам с тобой рассказывать не надо, как была дорога нелегка. Гордо носим звание ветерана 180-го полка. От Москвы до улиц Кенигсберга гнали ненавистного врага. И не зря награды боевые на знаменах нашего полка, 180-го полка. Ратный труд, суровая работа, вновь приказ, дорога нелегка. От Термеза и до стен Кабула шли солдаты нашего полка. Не забудут горы вековые, помнит и Паншер наверняка. Шурави бойцов и командиров 180-го полка, боевого нашего полка. Моя звезда, Герой Советского Союза, это звезда офицеров, прапорщиков, солдат, сержантов полка. Это труд никем, еще ни одним писателем, я считаю, не описанный тяжелый армейский труд наших в условиях гор, в условиях ведения боевых действий против душманов. Это наши убитые и раненые боевые товарищи. Это наши марши по горам и по ущельям. Поэтому я отношу, я всегда буду об этом помнить и говорить, что только труд наших солдат, нашего полка. И сегодня мы нальем бокалы в память о погибших на века, а потом за полковое братство громко троекратное ура. Будем жить, и дружба наша свята, держим строй, пока стучат сердца. Все от генерала до солдата, ветераны нашего полка, 180-го полка. Будем жить, и дружба наша свята, держим строй, пока стучат сердца. Все от генерала
солдата, ветераны нашего полка, 180-го полка. Солдат прав всегда и на любой войне. Своей жизнью расплачивается он за преступные решения политиков. Наши выходили из Афганистана победителями. Вчерашние школьники, курсанты, молодые офицеры, воевавшие дети не воевавших отцов сумели не замарать свою честь, были верны присяге и боевому товариществу, познали цену жизни и смерти. Не каждая армия в современном мире возвращалась и возвращается из заграничных походов с развернутыми знаменами и гордо поднятой головой. С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим под прицельные залпы наветов лжи. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком. Пускай не судит однобоко нас кабинетный грамотей. Много мы сделали для афганского народа. Я хочу сказать еще о том, что нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет, ну, надо памятники ставить, наверное, так. Спасибо им за это большое. До свидания, Афган, этот призрачный мир не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, в чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. Мы уходим с востока. Этот памятник воинам-афганцам поднялся на Поклонной горе в Москве. Он был сооружен по инициативе Руслана Аушева и при братской помощи компании «Лукойл». Со дня основания возглавляет Аушев комитет, который объединяет солдат нашей общей Родины, прошедших Афган. За эти 20 с лишним лет более 400 тысяч ветеранов получили медицинскую и социальную поддержку. Было совершено более 50 поисковых экспедиций в современный Афганистан, благодаря чему уменьшился скорбный список пропавших без вести, а 30 солдат найдены живыми. И, конечно, все это с участием стран СНГ и зарубежных ветеранских организаций. Жажда борьбы в крови нашего героя. На отдыхе это борьба спортивная, но чаще так уж сложилось, были дела не менее страшные и опасные, чем пройденная им война. Как подходят к этой судьбе слова поэта: «И вечный бой, покой нам только снится». «92-й год оставил в сердцах ингушей боль, гнев и обиду. Пепелища сожженных домов по сей день напоминают о нем. Этой кровью взорвался тлеющий территориальный спор между ингушами и осетинами. Ну, я-то видел, что главный удар идет на Чечню. Я это уже там было понятно, что ингуши просто заложники этой политики, и главный удар через ингушей идет на Грозный, на Дудаева. Вот. И
И вот так я был назначен исполняющим обязанности главы временной администрации Ингушетии, потому что здесь никого не было. Я понял, что меня втягивают в эту политику, откровенную такую античеловеческую, по-другому не назовешь, антилюдскую, антикавказскую. Я сказал, я ухожу. Где самые горячие точки, вы знаете, Грозный. Он, зная, что там может и не вернуться оттуда, все-таки, чтобы для мира, налаживания мира, он ездил туда же, и мне кажется, что 80% это Руслан Аушев наладил мир в Чечне и России. Той осенью страна была на грани гражданской войны. В Москве разгорался вооруженный конфликт. Под беспорядочным огнем противоборствующих сторон за несколько часов до расстрела Белого дома Аушев идет туда с миротворческой миссией. По нашим данным, за несколько минут до этого в Белый дом прибыл Руслан Аушев с последним ультиматумом. Опять Москва. Захват заложников в театральном зале. В первые же часы трагедии Руслан входит в сплошь минированное здание для переговоров с террористами. Вновь Аушев на линии огня. Рискуя жизнью, идет в захваченную боевиками школу, пытаясь спасти от верной гибели сотни детей. Ну, что было, то а что там? Ну, убили. He had done as much as he could. Within minutes, the terrorists' demands were in Moscow, along with an urgent message from Aushev. Come quickly. Come very quickly. В 1993 году молодой генерал, герой афганской кампании, председатель комитета по делам воинов-интернационалистов Руслан Аушев стал президентом вновь образованной республики Ингушетия. Вопрос один. Нам нужна сильная исполнительная власть, соответствующая сегодняшнему требованию в сегодняшнем времени. Коррупция есть, бюрократизма полно, чиновничества полно, потеря всех ориентиров есть. Поэтому я принял решение и в соответствии с Конституцией объявляю об отставке правительства. Есть вопросы? Родовые башни Войнахов хранят память предков. На каждом камне, вечностью поросшим, начертаны былого письмена. Со строительства башни начинался род. Сроки были жесткие – 1 год. Иначе стройка прекращалась. Недостроенная башня – символ несбывшихся надежд. В конце строитель, спустившийся с лесов на землю, оставлял на камне отпечаток своей правой руки. То, что мы достигнем своей цели, я ни грамм не сомневаюсь. Почему? Потому что вот они, башни показали, что мы очень сильные.
и духом, и всем остальным. Ну, раз так получилось в истории, раз мы попали под жернова этой большой политики, которая была и в мире, и в России, и в Советском Союзе, и в России, и на Кавказе, ничего, мы возродились, это самое главное. Этот бокал